Добрый вечер, это канал ТНВ, это программа «Вечерняя игра». И, как всегда, сегодня у нас будут интересные разговоры, интересные игры и очень интересный герой. С нами сегодня народный артист России и Татарстана Вадим Кешнер. Добрый вечер. Добрый вечер. Очень приятно видеть вас сегодня у нас в студии. Знаю, что шашки вы не то чтобы любите, но знаете, как играть. Давно я не брал в руки шашек. Знаю, как вы играете в шашки. Мой ход. Ага, так вот, значит, резво сегодня и начнем, да? А я вам поддался, а вы не съели меня? Ну, я сегодня благодушна. Сегодня вы меня есть не будете? Нет, сегодня мы будем с вами разговаривать, шутки шутить. Замечательно. И чай чаевничать. Замечательно. Вы знаете, вот, кстати, к слову про играть. Как Раневская говаривала, я не приемлю слово играть. Играть можно в карты, на скачках, опять-таки в шашки, а на сцене нужно жить. Вы согласны? Проживать. Угу. То есть вы разделяете эту точку зрения? Безусловно. То есть Станиславский, все правильно, вжиться в актера и рвать нерв на сцене. Формы могут быть разные, но содержание всегда должно быть. И проживание должно быть в разных, как говорится, жанрах. Проживание не отменял никто и никогда. Но неужели не сложно каждый раз, каждый вечер? Ведь это не как выйти на площадку на съемках кино, сыграть, и все, ты свободен. Не сложно только потому, что каждый раз надо забыть, что ты делал, и что, как тебе казалось, получилось у тебя в прошлый раз, по-новому, как будто ты никогда это не репетировал, не играл, только есть партнер, я и партнер. А я всегда студентам своим говорю, партнер и я. Главный партнер. Я и партнер. Нет, партнер и я. А хорошо, а если на сцене, допустим, не повезло с партнером? Ну вот, либо не сработались, либо человек... Очень часто так бывает, очень часто. И как быть? А здесь уже входит твой профессионализм. Ты не то что доигрываешь за него, а ты пытаешься убедить себя, что ты принял от него посыл. То есть и тут получается сыграть. Конечно. То есть играть и посыл, играть и роль. А никогда не было момента, когда вот вы понимали, вот сели после спектакля и сказали, вот зря я в актеры пошел, вот не надо было бы. Таких слов я не произносил, потому что я с детства, уже дальше с 8-9 лет, я знал, что я буду артистом. Потом это длинная история, потом у нас были дворовые спектакли. Любовь Орлову мы знаем. Да, где мы с братом ставили пиковую даму во дворе. Все шло оттуда, понимаете? Так что все шло... Вообще человек черпает все из детства, из юности. А потом он только это использует, залезает в эти кладовые и уже что-то оттуда Но забирает. ведь у вас семья была удивительная. Ваш дедушка – почетный гражданин Казани. Вот сейчас, кстати, мы тоже как раз видим фотографии. Ваша бабушка пела в Ла Скала. Нет, это ошиблись. Это легенда? Нет. Ее сестра Роза пела в Ла Скала. Она вышла замуж за итальянского певца Мази, уехала туда, и там она пела. Я смеюсь и говорю, где мои итальянские родственники? Может быть, еще и поют? Как знать, может быть, все там же, так же и поют. Да. А это правда, что один из ваших родственников создавал скульптуры и фонтаны для Петергофа? Это мой прадед, Давид Йенсен. Вот эта тема одной из моих самых дорогих радостей, что ли, гордостей. Потому что в 1848 году, в 1941, он приехал из Копенгагена оформлять дворцы, значит, здесь, в Петербурге. Несколько статуй на Зимнем дворце его, 2 фонтана в Петергофе его. У него была фабрика. И у него на фабрике начинал подмастерьем мальчик, которого прадед выкупил за 500 рублей из крепостных и дал миру великого Опекушина. Памятник Пушкину в Москве отливался на фабрике моего деда.
А потом, через много лет, его правнук сыграл Пушкина на сцене театра Качалова. История Круг циклична. замкнулся. Но ведь очень одаренные люди были в вашей семье, но и очень большое горе вашей семье пришлось пережить, когда вашего отца репрессировали. Потом, к счастью, конечно, оправдали. Но вы помните тот момент, когда вот произошло это несчастье? Я очень хорошо помню отца с 4 лет, как я сидел у него на коленях, как он уходил на работу, как он приходил с работы и кричал нам с братом и с Лешкой: «Смирно!» И мы бежали все в зал, становились около часов, которые от потолка до пола, красного дерева, английские часы. И каждый день нам выручались подарки. Каждый день. А какие подарки были? Какой запомнился? Ну, отец всегда баловал, он всегда все впрок приносил. У нас и даже в жизни был такой случай. Однажды, когда в войну зашторенные окна немцы долетали до Москвы, до Казани, вот, и мы сидим пить только кипяток. Как мама рассказывала, ты сидишь, у тебя блюдце в руках, и слезы капают в блюдце. Я сам не помню про эти слезы, мама рассказывала. Ничего, говорит, ребятки, давайте ляжем спать, Бог даст день, Бог даст пищу. И вот тут папа. Мама залезла в трильяж свой, и, о чудо, нашла несколько банок пузатых роза, варенья. Это папа заботливый, который покупал по 10, по 20, все. Я вот перенял у него это. Я тоже все время закупаю больше, чем могу съесть. Вот. Так что, вот. Ну, наверное, когда папу забрали, пришлось вам с братом очень быстро и очень резко повзрослеть. Ну, как вы думаете? Если мы были детьми врага народа. Дети очень жестокие. Но самое интересное, что у нас была вторая малая, дом 3. Это после кинотеатра «Мир», чеховская односторонка там была, сейчас там ничего, все снесено. Как Марат говорил, в этом в Арбузовском спектакле: сожгли мое детство. Но это застроили мое детство. Недавно в связи с своим юбилеем меня телестудии провозили по этим местам. Узнать там, конечно, ничего невозможно, но опять всколыхнулось все детство. Все равно, несмотря на сложности, трудности, помнится все. И помнится все доброе. Никогда не забуду. У меня была довольно прижимистая бабушка Степанида Ивановна Тихонова. Они из купцов были. У меня такие корни. Немцы, датчане и чистокровные русские. Вот. Сидела за кассой у него в этом самом. И никогда не забуду, в 1943 году мама с братом в инфекционной больнице, токсическая дифтерия, почти при смерти, неделю один паралич, неделю другой, сказали, не выживет. А мама бежала в ванну, становилась на колени и молила Бога не забирать его. Объявляли тревогу, она накрывала его, ни в какое бомбоубежище не отправляла. Вот так вот маму. Так я не закончил ту мысль. Про прижимистую бабушку. Про прижимистую бабушку. Но открыла она ящичек и достала горстку изюма и положила в кружечку. Вот представляете, что благодарная память детства хранит. А когда утром мама поила нас чаем с вареньем роза, мы потом все бегали и говорили: мам, дай того, чего Бог послал. Сейчас мы тоже немножко расскажем о том, чего Бог послал. Реклама на ТНВ. Снова вечерняя игра вернулась на канал ТНВ. Вадим Кешнер с нами сегодня. Вадим Валентинович, вы, к нашему счастью, ко всеобщему, несостоявшийся филолог. А есть у вас любимая книга, которую хочется перечитывать год за годом, раз за разом? Любимая, я не могу так, понимаете, сказать любимая. Много любимых книг, но я всегда могу читать Чехова. Когда мне трудно, плохо, я беру томик, наизусть знаю все пьесы. А зачем тогда читать? Понимаете, попасть в ту атмосферу и понять, как он гениален, и как
трудно вообще людям живется на земле. От этого становиться сильнее и выдерживать. Я не буду перечислять «Мастера Маргариту», который я читал 8 раз, и так далее, «Дон Кихот». Но это все, понимаете, все книг много, а писатель все равно один. То есть все равно Чехов стоит на пьедестале на первом месте. Да. А давайте сейчас, конечно, посмотрим, к сожалению, не чеховское произведение в вашем исполнении, но тоже один из любимейших спектаклей. Наверное, не только казанцев. Много любителей этого спектакля. Какого? Давайте. А сейчас узнаем. Ну, хорошо. Раз я на ей жиюсь. Чего? Зачем же я тогда у ей костюм купил? Щеголять весь медовый месяц в нем будете. Но я же за их деньги отдал. А ежели я женюсь, так они и так бы мне как бы за даром достались. Это что, выходит, я их сам у себя их, что ли, купил? Я что-то ничего не понимаю. Я на это не согласен. Вы же сначала купили, а потом женились. Вы что тут тень на плечень наводите, а? Вы что вводите людей-то, настоящих людей, в заблуждение же вводите? Нет, я что-то ничего не понимаю. Раз я женился, костюмы и так мои. Иначе не женюсь. Отдавайте деньги. Во! Эту мебель везде. Эту! Какую мебель? Какую мебель? Зачем вы мою мебель продаете? Не трогай! Не трогай мою мебель! Жениться не буду! И что делают? Они мою мебель роняют! Так чего вы тянули коничей? Женились бы раньше, мебель-то бы вам осталось. Как же раньше? Когда вы только что сказали, что я женился, я что ничего не понимаю! Сами вы что, не могли догадаться, что ли, а? Я что ничего не понимаю! Вадим Валентинович, вот пока мы сейчас смотрели этот отрывок, Да. вы вначале погрустнели, а потом так грустно Я не погрустнел. улыбнулись. Вы сказали, один из любимых ваших спектаклей. Я не могу сказать, что это один из любимых моих спектаклей. Наших любимых. Я эту роль безумно любил. Именно эту роль, это острохарактерная, это одни из последних ролей, где я фактически использован был как острохарактерный гротесковый актер. Я нашел образ, всегда говоришь, нужно зерно образ найти. Сосед гнида. Хорошее зерно. Гнида. У него есть своя правда. Поэтому ты должен быть всегда адвокатом своей роли. Что бы ты ни играл, самого отрицательного, ты должен его в чем-то оправдать. Только тогда получается объемный образ. Нельзя одной краской. Но это, наверное, называется вжиться в образ. Если ты в него вжился, ты его начинаешь оправдывать, потому что это ты сам. Всегда надо искать зерно. Что бы ты ни играл, зерно образа. Что превалирующее, что является основой. И откуда вырастает из этого зерна уже сам А образ. как это зерно находится? Это получается перечитывать, прочувствовать? Это нельзя абсолютно сказать. Нельзя. Это настолько индивидуально. И приходит вдруг неожиданно, в трамвае едешь, и вдруг что-то пришло. Знаете, потому что процесс, когда ты репетируешь, он идет постоянно. Постоянно. Ночью спишь, и все равно где-то параллельно что-то идет. Удивительно. А бывает так, что не находится зерно? Вот никак. Но не находится зерно, значит, и будешь играть приблизительно. Не хотелось бы. Ну, конечно, кто говорит, хотелось. А вот Качаловский времен, когда вы в него только пришли, Качаловский нынешний, это разные театры? Или все-таки вот как раз то самое зерно театра сохранилось? Театр через определенные там, самое большее, 10 лет, он перерождается. Вот такая синусоида, вот такая, понимаете, то взлет, то это, то взлет. Мы застали, придя студийцами, великих артистов. Великих. Жилина, Якушенко, Ардарова. Ну, Ардаров уже, вот, он только что ушел. Вот.
Лисецкую, Павлову, Шмидт, Загорского, Егорова, Улик. Все это был наш театр. И мы с 8 утра до 10 вечера, даже больше, не вылезали из театра. И учились, вот у них учились мастерству. Хотя они у нас преподавали, все это. И с первых шагов мы уже играли эпизоды, играли роли. Я, например, ужасно горжусь, что я с Якушенко играл на сцене, и стоял, играю Якова в «Старике», и думаю, я играю с самим Якушенко. Это было, понимаете, вот Жилина вообще была некоронованная королева театра. Одного жеста достаточно было, чтобы все сделали так, как она. Но это же тоже завоевывается работой, работой и работой. А это театральная легенда или действительно так было, что вам роли доставались буквально потом и кровью, особенно поначалу, когда вы были во втором составе, вы репетировали во втором составе, но потом каким-то велением случая, а может быть и велением режиссера, в итоге на роль утверждали вас, а не того, кто изначально был? Мне бы не хотелось эту тему муссировать. Вот почему. Потому что я уже неоднократно об этом говорил. Надо сказать, что да, это было так, ни в каких подробностей не влезая. Все лучшие роли, как потом определилось, и которые сделали из меня Вадима Кешнера, были именно на этом сопротивлении, когда для меня ничего не бралось, я пристегивался, а потом выходил в первый состав, и уже только один играл эти роли. Хорошо. Тему эту муссировать не будем? Потому что действительно, потому что это настолько ранимо. К чему это я говорю? Только потом, кровью, закрыв все самолюбия, а актер не может быть несамолюбивый. Закрыв все, сделать эти роли. Пахать. Пахать. И еще вот, забегая вперед, скажу, что те роли, которые были как бы в моей индивидуальности, нельзя все играть. Ну, характерные можно все играть абсолютно. А нельзя, ну, какой из меня там крестьянин или, понимаете, каждый от земли какой-то человек. Нет. Каждый должен быть. И вот те роли, которые были чуть-чуть над землей, которые летали, не ходили, вот как Пушкин, как «Быть или не быть», молодой Шекспир. Вот Адуев, племянник Сашенька, любимейшая моя на всю жизнь роль. Вот они все были чуть-чуть над землей, и поэтому, где органика актера, его данные, психофизические данные ложились на роль, вот там, говорят, была удача. Где это не случалось, бывают у таланта неудачи, которых у посредственности нет. У посредственности всегда все ровненько, все это самое. Я не хочу сказать, что вот я талант, а все остальные посредственны. Ни в коей мере. Такого критика себя, как я, нужно поискать. Не то, что самоеда. Я всегда всем недоволен. Я и студентов учу. Если вы только скажете, что вы что-то сделали, стоп, велосипед остановился, и вы упали. Все время нужно быть недовольным. Самоедством не заниматься, но недовольным нужно быть. Совершенствоваться. Причем это опять некрасивые актерские слова. Прожив жизнь в театре, я испытал все, что можно испытать. И радость невероятного взлета, счастья общения с потрясающими партнерами. А для нас партнер все. Партнер и я, вы и я. Понимаете? Вот. Это самое главное, что есть в театре. И если ты это испытал, то ты, несмотря на такие мерзостные иногда ситуации, мерзостные, театр... Сложная система. Белое, черное. Ну, назовем так, чтобы понятно было. Вот в одном из интервью очень интересная фраза прозвучала от вас, что в театр вы пришли ради 2 ролей, но как раз-то их вы и не сыграли. Да. Что это за Как роль? хорошо вы подготовились к нашей встрече. Старались. Вот. Это Ричард III и Каренин, Арбедин.
в «Маскараде». Я из-за Мордвинова, который сыграл в фильме, я и поступал в театральный институт в Ленинграде в 1955 году. И на втором туре играл сцену Нины Арбенина. Ни больше, ни меньше. Вот если бы сейчас представилась такая возможность, вы бы сыграли эти роли или приоритеты уже все-таки поменялись? Сейчас, в 80 лет, А почему нет? нет. Я трезво смотрю на это. Сейчас нет. Вы действительно самокритичны. Но почему здесь я говорю, что есть на самом деле? Либо должен найтись режиссер, которому я нужен, и который хочет для меня, лично для меня что-то поставить. Может быть, нашлись какие-то бы силы, но, скорее всего, даже уже нет. Я говорю искренне и наотмашь. А есть какая-то роль, на которую бы вы никогда не согласились? Вот абсолютно не ваш персонаж. Такого не может быть. Мы ведь актеры-то подневольные. Идешь к расписанию. Хорошо, там как тебя заняли, а чаще всего не занимают. Вот. И что? Я хотел играть это, а мне дали это. Я же не могу отказаться. Я вынужден, опять подавив в себе все, это работать честно и... Единственное, что не хвалясь могу сказать, я прожил в театре честную жизнь. А вот к слову... Никому не перекрыл кислород, не встал ни плеч. Наверное, огорчались те, для которых брали, потом они либо не играли, либо в ровном составе. Наверное, невольно причинял. Но это было честно. Это было честно. Дело в том, что до 36 лет я любил всех в театре. Вот до такого возраста. А что случилось в 36 лет? Ну, просто, вероятно, повзрослел и столкнулся с такими вещами, с которыми в театре нельзя не сталкиваться. Это живой организм. И достаточно, видимо, жестокий бывает этот живой организм. Недостаточно, а жутко жестокий. И тем не менее, все равно, вот скажи, Вадька, вот если бы все было сначала, пошел бы ты на это? И я, только что отказавшись от роли, вами предложенной, сказал, да, пошел бы. Ну, опять-таки, в вашем же интервью прозвучало, что если бы не актерская стезя, вы выбрали, возможно, стезю врача, доктора, но все равно бы вернулись к актерству рано или поздно. То есть вот судьба, от нее и не уйдешь, даже и пытаться не стоит. А вы все-таки чисто театральный человек, актер? Или все-таки роман с кино вас тоже привлекает? А роман с кино у меня не получился. Не знаю почему. Ну, наверное, потому что я никогда и не пытался. Никогда не тянуло? Не знаю. Я настолько в себе всегда не уверен. Когда берусь за какую-то большую роль, думаю, нет, я это не сыграю. Я это не сыграю. Вот честное слово, это не позерство, не актерское бахвальство. Вот такой я. Но ведь когда вы беретесь за эту роль, говорите «не сыграю», потом в итоге вы ее сыгрываете, А нет почему? такого? Потому что я вкалываю день и ночь. Ну так вы же справляетесь с этими ролями, большими, серьезными и страшными. В результате чего? Труда. Ну, сами ответили. Вот вам. Сурово. Я настолько суровой не буду. Вот так, пожалуйста. А вот так. Вот, да. Так, вот это я верну. В одном из интервью вы тоже сказали, что наша жизнь возмутительно коротка и многое не успевается из того, чего хотелось бы. А какие у вас сейчас планы? Преподавательство? Планы мои только одно. Конкретно в этом году закончить первый курс 11-го набора. У нас с Юноной Каревой было 9 полных выпусков. 10-й я уже без нее выпускал. А вот сейчас 11-й. И перейти с ними на второй курс. А вы строгий педагог? У нас всегда было Юнона кнут, я пряник.
Но поскольку не стало Юноны, мне приходится быть и кнутом, и пряником. Сейчас я с замечательным своим сотоварищем Светланой Сергеевной работаю. Крепкий, очень тоже хороший педагог. Приходится и то, и другое. Надо обязательно любить. Вот как раз сейчас мы видим вас уже в роли преподавателя. Надо любить детей, с которыми работаешь непременно. Иначе ничего не получится. И вот все 11 выпусков нужно любить. А если бывает какой-нибудь двоечник-раздолбай, который вот А указкой иногда его полбу? любишь даже больше в результате. Ничего не известно. У нас с красными дипломами заканчивали, и ничего из них не получалось. И троечники еле-еле... Все. Театр – это опять везение. Случай, надо быть в том месте в это время, и там показаться это. Все. Так. Ну вот Чулпан Хаматова и Сергей Угрюмов, наверное, одни из ваших самых известных учеников. А кем еще гордитесь? Хотя я предположу, что ответите вы, что гордитесь всеми, кто не бросил актерский труд. Вы умничка. Вы за меня и ответили. Мне не хочется опять словоблудить и опять не поднимать тему Угрюмова. Угрюмова совсем немного. Он делал этюд, Юнона предложила молитву. И когда он вдруг... молчаливый этюд, у него пошли градом слезы, Юнона спросила, ты за кого просил у Господа? У меня, говорит, бабушка болеет. И мы сразу поняли, что это будет артист. Но про Чулпан столько уже я говорил, и столько писали, и столько все это. Мы никогда не преувеличиваем свою значимость относительно Чулпана. Никогда. Я всегда сравниваю. Мы как первые ступени ракеты, давшие... Дальше отделились, все. А дальше выходит на орбиту, и на орбите творит и делает это выдающаяся актриса, которую хотят снимать многие режиссеры мира. Причем потрясающий человек еще. Потому что это никакой не пиар, ничего. Она настолько естественна и настолько сострадательна к людям. Она мне прислала потрясающие поздравления в видеозаписи на юбилей вот сейчас. И услышать такие слова от Чулпан, от того же этого Хабенского, от Станислава Говорухина, и еще от студентов своих бывших. Вот это понимаешь, что, в общем-то, счастливый ты человек, Вадька. Вадим Валентинович, ваша, наверное, самая знаменитая ученица прислала вот это видео. Давайте посмотрим. Единственное мое желание, на котором на самом деле можно и ограничиться, чтобы вы были здоровы. Ради меня были здоровы. Ради своей семьи. Ради ваших учеников и всех, кто вас любит. Чтобы вы были с нами. Потому что ваш пример невероятного какого-то неугасаемой жажды жизни, жажды творчества, принятия и приятия всего нового, свежего, рискованного, настоящего, оно дает столько сил нам всем. Вот научить актерскому мастерству можно каждого? Нет. Тут, то есть даже усердный труд не 1 поможет, сентября если мы удара всегда нет? говорим набору, научить быть артистом нельзя, у них такие вот глаза. Нельзя. Если природа не заложила от Бога и через родителей, то ничего не будет. Плюс труд, труд и труд. А если человек вот талантлив, как говорят, от Бога, ну вот все дали, все даны, тоже нужен труд? Или есть те, кому Безусловно. легко дается? Пример Люда Каргиур, выдающейся актрисы. Вот сейчас ей 1 сентября исполняется 82 года. Господи, 1 мая 82 года. Недавно мы созванивались. Мы с ней играли «Быть или не быть». Анна и Уилл. Она кричала: «Вадька,
Какое же было счастье работать в театре Качаловском и играть такие роли. Осталась одна, всех похоронила. Играет в театре, программы готовит. А она ничего не заканчивала. К чему я вспомнил Люду Карагиор? Бог дал, но вкалывает она как? Как папа Карло. Только вкалывать. А когда вы вручаете дипломы своим выпускникам, когда вы видите... Всегда плачем. Всегда? А почему? Жалко отпускать, жалко расставаться. Понимаете, когда ты 4 года находишься в одном кубрике и ешь и пьешь, и все переносишь, что они переносят, и ты переносишь, настолько свыкаешься. А это выбрасываешь, ну, посылаешь их в жизнь. Хорошо, когда складывается. А ведь часто и не складывается. А вы своим детям, внукам, правнукам пожелали бы актерского творчества, актерской стези? Сейчас нет. Почему? Сейчас театр и кино, сейчас все на продажу. Сейчас нужен такой синтетический актер, который может все абсолютно. Только тогда его купят. А заранее, если ты не обладаешь такими яркими, как вот у Чулпан, данными, то лучше не хотите. Представляете, вот сейчас услышат меня мои студенты. Да я им правду говорю. Вы же себе профессию выбираете. Нужно с ней жить всю жизнь. Тавтология. Вот. И выдерживать, выстаивать все. Голодная профессия. Ну, там кто-то в сериалах снимется, там что-то получает. А так голодная профессия. И человек обрекает себя, и только одержимый, ненормальный может сейчас работать в театре и должен работать в театре. Одержимый и ненормальный. Ну, будем надеяться, что много таких одержимых и ненормальных среди ваших Курс учеников. разный. Вадим Валентинович, мы сейчас прервемся ненадолго, буквально пару минуток. Реклама на ТНВ, и мы скоро вернемся снова. Хорошо. А какой вы вне сцены? Мы поняли, что человек вы одержимый работой, и это для актера необходимо. А вот когда вы приходите домой, вы снимаете пиджак, вешаете его на стул или бросаете куда-нибудь? Нет, на стул вешаю. То есть вы аккуратист? Не могу сказать, но жена приучила. А давно вы с супругой вместе? 40 лет. У нас 30 сентября 40 лет. Поздравляем! А как вы познакомились? Познакомились? Я вел кружок малых форм и художественного слова в Дворце химиков. В 27-й комнате открывается дверь, появляются брови, черные, И шапка, входят брови. входят брови. Где я могу видеть Вадима Валентиновича Кешнера? Я говорю, я Кешнер. Меня Тамара Григорьевна прислала. И вот если бы Тамара Григорьевна не прислала студентку первого курса ко мне в кружок, то мы бы с Танюшкой и не встретились бы. Вот. Потом я переженил всех своих студийцев и оставил последний, через 6 лет женился на Тане. А что же 6 лет-то ждали? Вот так вот. Сейчас бы было уже 46 лет. Вот о чем и речь. Так что она уникальный, удивительный человек. Она кандидат химических наук, но сейчас она работает помощником директора Института Арбузова, академика Синяшина, по международным связям. Так что все вот эти премии, через нее тоже проходят премии арбузовские, конференции. Ну вот часто бытует такое мнение, что люди творческие, в особенности актеры, у которых нерв всегда должен быть оголен, и эмоции должны быть вот плескаться прямо на поверхности, что они в быту люди очень непростые. А вы какой человек? Я взрывной, но очень покладистый. Вот Интересное могу взорваться сочетание. и тут же иду на мировую. Отходчивый. Отходчивый, очень отходчивый.
А что вас может вот так вот взорвать? Что раздражает? Тут много обстоятельств. Обстоятельства сегодняшнего дня. Понимаете? Все идет накопление, накопление. А люди, актеры, они же эмоциональные, они как губка все впитывают. Надо, не надо. Понимаете? Вот, надо вовремя себя остановить, что не надо. Вам новости, наверное, очень вредно смотреть, да? Я очень переживаю. Не хочу я говорить про политику. Дело в том, что я за ней слежу невольно, потому что втягивают. Со многим не согласен. Опять не буду говорить своей позиции, она есть. Не потому что скрываю чего-то. Просто это настолько политика страшнейшая, страшнее, чем театральное дело. А давайте о чем-нибудь приятном. У вас есть хобби? Хобби? Теперь даже не могу сказать. Раньше было хобби поехать на юг, в свой любимый Крым. Я обожаю Крым. Вот. А почему именно Крым вас так манит? А не знаю, потому что у меня очень с мамой связан, потому что у меня была уникальная, удивительная мать, которая подняла нас двоих с братом после гибели отца и сделала для нас все. Как потом, перед смертью ее, мы для нее сделали все возможное и невозможное, чтобы помочь ей безболезненно уйти. А вообще путешествовать вы любите? Раньше любил, а сейчас нет. Тяжело? Устал. Недавно мне студентка, правда, она бывшая жена Сережи Говорухина, Инна Ванеева, подарила нам с Таней в этом году поездку с 3 по 9 в Венецию. Поедете? Уже съездили в марте. А, это было про март речь. Март, да. И как ощущения? Ощущение, если бы не коленки больные, было бы гениальное ощущение. Был на могиле Бродского, Дягилева, Стравинского. Облазил дворцы все эти. Знаете, вот какие бывают отдачи от студентов. А дети ваши, внуки, династию, мы так понимаем, не продолжают актерскую? Я смеюсь, у меня сын милиционер, старший внук у меня живет в Израиле. Сноха первая вышла замуж и уехала в Израиль, увезла его. Вторая сноха, у меня 3 снохи. Вторая сноха счастливо живет под Москвой, в Москве, с внучкой, которая приезжала на мой юбилей, Дианочка, которой мы каждый год с ней ездим на юг и там прочее, прочее. Все это есть. И вот 12 января этого года родилась Катенька, 3-я внучка. Но я думаю, что уже Катеньку я никуда не отпущу. Путешествовать не отпустите. Да, путешествовать не отпущу. Вот. А самое главное, конечно, это дышать. Вот дышать хорошими человеческими взаимоотношениями. У нас есть московско-американские друзья. Вот сейчас они прилетают на 3 дня, на 4 дня в Москву из Америки. Мы у них дважды были в Америке. Я с своими коленками перенес 12-часовой самолет туда. У них сейчас в Калифорнии роскошный дом на берегу океана. Вот. И когда вот такие отношения, и через болячку вот играю 30-го спектакль, а ночью выезжаем на 1,5 дня в Москву, чтобы увидеться. Такая дружба дорогого стоит. Так вот я говорю, если у тебя есть вот такие дружбы. А есть что-нибудь, чего вы в людях не прощаете и не приемлете? Подлость, непорядочность и, по-моему, я не оригинален. Нечистоплотность, человеческая нечистоплотность. Я не говорю о физической, это само собой. Вот, так что
Но я все равно считаю себя счастливым человеком. Абсолютно. Потому что я испытал такие счастливые моменты в моей жизни. И даже сейчас редко, но их испытываю. Сейчас странно это, конечно, состояние возраста. Это боишься этой цифры, не потому что боишься физически умереть. Нет, нет. А меньше остается желаний. Будем реалистами. Нечего говорить. Так что... Так буддисты всю жизнь стремятся к тому, чтобы желаний не осталось. Ладно, оставим буддистов в стороне. Но про что мы с вами еще не поговорили? Мы с вами не поговорили о том, чего бы вам самому себе хотелось пожелать на вот ближайшую десятилетку. Что вот обязательно нужно выполнить. Какая вы щедрая. Десятилетку. Нет, я реалист. Я желаю себе здоровья для того, чтобы со студентами и с хабенковцами. У меня одна студентка у Хабела, 14 лет, она читает монолог Грушеньки из «Братьев Карамазовых». Как читает. У нас артисты некоторые так не прочтут. И вот когда видишь вот это, ты счастлив, ты радуешься. И ты находишь в себе силы вставать, преодолевать все болячки и идти заниматься с ними. И когда занимаешься, ничего не болит. Ну тогда желаем вам, чтобы как раз-таки, как минимум, еще ближайшую десятилетку у вас ничего не болело и было желание идти к ним, учить, рассказывать, а потом любоваться ими на сцене и получать от них поздравления на следующий Спасибо. юбилей. А я хотел бы сказать спасибо телевидению Татарстана и вашему телевидению, потому что я вот сейчас вошел сюда, в 57-м, 58-м, 59-м годах мы начинали телевидение, все шло в прямом эфире, никаких записей. Сколько мы здесь спектаклей сыграли, ставили специально. Все помню, все помню. Слава Богу, нет теперь такой жары. Это было ад, когда играли там спектакли и что-то. А сейчас сидишь спокойно. Вполне комфортно. Уютно, вполне комфортно. Спасибо вам большое, что нашли время, выбрались сегодня к нам. Это был очень интересный, очень теплый разговор. Спасибо. Ну а с вами мы увидимся, как всегда, на ТНВ в 22:10. Пока-пока.